Сегодня в Коми прошло первое заседание рабочей группы по регулированию цен на продукты так называемой борщевой корзины. В нее входят картофель, морковь, капуста, лук, а еще помидоры и огурцы. Неудачный урожай прошлого года и малые запасы привели к резкому скачку цен. С инициативой навести порядок на овощном рынке выступили единороссы. Какие меры они предлагают, узнала Евгения Кладкевич. Резкий скачок цен на сезонные овощи россияне отметили еще в начале лета. Больше всего подорожала морковь. Ценник на нее порой выше, чем на импортные бананы. Картофель под рублей 60, свекла под 100. В итоге стоимость порции любимого борща почти равна той, что подают в кафе или ресторане. Картофель, свекла, морковь, лук – ингредиенты так называемой борщевой корзины. Продукты базовые и сейчас на рынке, пожалуй, самые продаваемые. В июле и августе прилавки просто ломятся от разнообразия фруктов и овощей. Неудивительно, все-таки сезон. И цены, как ожидается, должны быть намного ниже, чем, например, зимой. Однако в этом году законы рынка будто вовсе и не работают. Повышение цен в этом году отмечают как покупатели, так и владельцы торговых точек. В ассортименте местных рынков и магазинов преимущественно привозной товар. Краснодарский край, Волгоград, Ростов. Наши аграрии в избытке поставляют лишь урожай помидоров и огурцов, однако и они на порядок дороже овощей из южных регионов. В этом году на овощи очень сильно цена повысилась, очень сильно, в разы. Потому что мы покупали, как свеклу, так обычно берешь зимой, 39 рублей, сейчас 100 рублей. Ну, это, конечно, нереальные цены. Подорожала сильно, но картошка, не знаю, незаметно, а вот морковка, свекла почему-то подорожала, удивительно. В магазинах я был в «Магните», там дорого, да, там 100, по-моему, 119, что ли, морковь. Ну, мытая, да? Не знаю, импортная. Ну, вот здесь вот 59 нормально, свекла тоже нормально. А теперь сравним цены на аналогичные овощи уже в одном из супермаркетов. Как видите, ценник не кусается. Цены, в принципе, похожи. Капуста стоит 53 рубля, лук 29. Самое больное – картофель и морковь. Вот морковь 83, картошка 53. Ну, есть даже и подороже – 69. В итоге мешок картошки обходится аж в несколько тысяч рублей. Немыслимые деньги. Главные поставщики фруктов и овощей в стране сегодня – средняя полоса России, Юг и Ставрополье. На повышение цен, по мнению некоторых предпринимателей, повлияла и пандемия. Цены на бензин выросли, в хозяйствах нехватка рабочей силы. В итоге сбор, сортировка и доставка продуктов к месту продажи обходится уже дороже. Говорят, нам это рабочей силы не хватает. Краснодаре, Ростове, Волгограде. Основной рабочей силы не хватает. Вот за этого и поднимаются цены. Где-то 10-15% поднимались и все. Остальное, скоро она пониже будет снижаться цены. К августу цены, вероятно, снизятся. Вместо прошлогоднего товара на прилавках будет урожай уже этого года. И действительно, на 27 июля по результатам ежедневного оперативного мониторинга наблюдается снижение цен на морковь, картофель и репчатый лук. В Коми для регулирования цен на продукты борщевой корзины по инициативе единороссов создана специальная рабочая группа. В нее вошли секретарь регионального отделения партии Сергей Усачев, представители Минсельхоза, Минэко, руководители сельхозпредприятий и общественники. Движение товара от производителя до потребителя обусловлено прохождением через посредников, которые зачастую видят конъюнктуру и завышают цены. Поэтому один из механизмов – это создание той инфраструктуры, которая бы позволила нашим товаропроизводителям реализовывать свою продукцию без посредников. Это ярмарки выходного дня, иные виды площадок. Впрочем, торговля с посредниками в магазинах и на рынках никуда не денется. И очень важно, отмечает Сергей Усачев, проработать механизмы сдерживания цен уже на законодательном уровне, но пока в перспективе. Сейчас же все участники рабочей группы сосредоточены на постоянном мониторинге цен, переговорах с ритейлерами, местными поставщиками и производителями сельхозпродукции с целью изыскания возможностей для снижения цен. Текущую ситуацию в регионе планируется выровнять в 2 этапа и до начала осени. Евгения Кладкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.